Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Куда ведут вас высшие силы? К чему вас готовят? Если тема вам интересна, посмотрите на песочек и загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, куда ведут меня высшие силы, к чему меня готовят. Надеюсь, вы настроились. Я выбираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками и помогут узнать нам скрытое. Так, смотрите, мои дорогие. Куда ведут вас высшие силы? К успеху, к достижению, к реализации, к преодолению. Многие из вас, вот только, пожалуйста, не обижайтесь. Такое впечатление, что нуждаются в толчке, либо в каком-то волшебном пинке. У вас вроде как все есть, но кроме одного — желания. Пожалуйста, не обижайтесь. Я читаю знаки, и эти знаки мне говорят, что, пожалуйста, мы тебе дали, высшие силы говорят, мы дали и перспективу, и возможность, и направление даже задали. Но ты, сомневаясь в себе, ставишь под сомнение и нас. Ты, не то чтобы ленивый человек, да, наоборот. Это, знаете, какой-то страх сделать что-то не так, сделать что-то не то, в чем-то ошибиться. Вот, да, страх ошибки, страх потерять время, страх быть, может быть, каким-то глупым человеком, да, чтобы кто-то высмеял. Этого вы боитесь. На самом деле, кто не ошибается, тот и не живет, по сути. Посмотрите на всех успешных людей. Все они начинали с каких-то вот самых, я не знаю, там, низкооплачиваемых позиций, либо вот с чего-то такого несуразного, с чего-то такого абсурдного. Над ними смеялись, их не воспринимали всерьез. А теперь где эти люди? И где те, кто смеялся? У вас тут какой-то навязанный, скорее всего, стереотип идет. Может быть, в детстве очень часто родители, воспитывая детей, ставят в пример там, послушных, там, отличников, говорит, вот посмотри, там, Ванечка, Танечка, да, какие умные детки, там, родители слушаются, все делают правильно, там, чистые, аккуратные, со сплошными пятерками в дневнике. Ну а дальше, что случилось с этими Танечками, Ванечками, где они сейчас? На рынке ли торгуют, либо кто-то вообще там спился, потерялся. Вот это было неправильно в вашем воспитании. И у вас как будто бы вот этот пунктик, он остался, он рос вместе с вами. Возможно, вы сейчас даже своим детям такие же примеры делаете. Это в корне неправильно. Здесь должен быть порыв, желание во что бы то ни стало добиться, получить, узнать, сделать. И ни в коем случае не должно быть страхов. Вам высшие силы искусственным образом создают такие обстоятельства, либо такие ситуации, где вы должны проявлять всю свою креативность, где вы должны вопреки преодолевать, выбираться, выкарабкиваться. Да? То есть вас как будто бы тренируют. Тяжело в учении, легко в бою. Все мы знаем такую пословицу, да, поговорку. Поэтому, мои милые, здесь вас именно толкают. Толкают в спину, за руку тянут, да? Кого-то даже чем-то приманивают. Вас высшие силы готовят к реализации и к успеху. Сколько бы лет вам не было. Вам может быть, там, не знаю, 18, а может быть уже и 65. Да? Тем не менее, высшие силы вас готовят к вашему истинному предназначению. Предназначение — быть человеком-лидером, ведущим, не ведомым, да, кого ведут, а именно ведущим. Потому что у вас есть какие-то особые родовые способности, либо умения, либо вы умеете, либо делаете то, что не делает никто, кроме вас, либо то, что вы делаете, оно уникально. Вам есть чем поделиться, вам есть что передать людям. Вы, знаете, как невероятно полезный человек. Есть пустоцветы, а есть те,
там цветочки, да, вот, например, яблочные цветы, да, которые перерождаются в прекрасное и наливное яблочко. Вы человек, вот кто зашел на эту отсыпочку, явно уникальный. Да, у каждого своя уникальность, у каждого своя изюминка. Высшие силы вас и готовят, и подталкивают к тому, чтобы вы вот эту свою уникальность развивали и дарили миру. Как и людям, так и Вселенной. Вы очень нужный человек, вы очень важный человек. Вот что, мои милые, происходит. Дальше. В отношениях. Здесь у кого-то просто какая-то безумная жертвенность. Опять же таки вопрос. Либо это навязано было, либо это было вами уже принято, что ну как-то так, да, вот так случилось, так сложилось. Не дано мне быть счастливой, буду-ка я жертвой. Но ведь жертвую я ради любви, ради тех, кто мне дорог. Это тоже в корне неправильно. Почему вам так тяжело? Почему, вот, например, у кого-то, я вижу, человек абьюзер жесткий, да, вас прям уже, я не знаю, там к земле прижал, да, своим вот этим абьюзом. Почему он это делает? Да потому что вы должны встать на ноги, побороться за себя и побороться за свое счастье. Вы не жертва. И ваша жертва, она чисто добровольно идет. Высшие силы специально вас вот так вот прям зажимают, комкают, да, чтобы вы прям сказали: все, камон, хватит, стоп, я не хочу, я не буду, я хочу быть счастливым человеком. Я не раб, я свободный, я творец. Вот что происходит. Мои милые, кто-то у меня уже просто здесь на грани, а кто-то вот без 5 минут очень примет резкое решение, резкое. Знаете, вы сначала примете это решение, порадуетесь, потом испугаетесь. Вот этот откат на испуг, это будет самое худшее, что вы можете сделать. Если вы приняли решение, и если вы его озвучили, наслаждайтесь своей победой, наслаждайтесь своей свободой и теми перспективами, которые вам откроются. Они, в принципе, уже открыты, но они как в дымке находятся. Как только вы вступите на новый путь, дорожка сразу вам и подсветится. Куда идти, что делать, чем заниматься. Здесь явно зашли ко мне люди, которые без 5 минут уже в новом витке, в новой эпохе своей жизни, в новом своем развитии, в новой своей реализации. Здесь путь подготовки, он был очень длинный. У кого-то прям с рождения шел, а у кого-то последние вот периоды прям жесть была, да, вот как готовили, так прям сложно-сложно, как вот солдат, я не знаю, в армии. Очень жесткая школа была. Натерпелись тут, наплакались, настрадались, все было. Но все ваши вот эти страдания, все ваши переживания, все ваши слезы — это ваша будущая награда. Поверьте, здесь перспективы просто сказочные, волшебные, я бы даже сказала. Я за вас, вот кто зашел на этот песочек, просто безумно рада. Я понимаю, что сейчас многие меня слушают и говорят: да, что там говорит, что попало, да. Мне он так тяжело, не встать, не сесть, аж прям душу щемит. Я это вижу. Но поверьте, это последние деньки, либо да, последний вот этот вот заканчивается ваш период этих вот переживаний и страданий. У вас такие запланированные звезды с неба, что вы даже себе не представляли, насколько жизнь может быть яркой, полноценной и наполненной. Впереди, вы посмотрите, вы у меня танцуете. Даже не то, чтобы танцуете, скорее всего, как летаете над землей, да, и вот в каком-то танце, да, вращаетесь. Здесь человек абсолютно счастливый. Вот у многих по вот этому кораблику даже вот перемена идет в жизни, вот поездка, переезд, смена локации. Вас так жизнь в вихрь вот событий закрутит. Причем он будет не жесткий, да, там не твистер, а наоборот, это будет теплый, нежный весенний ветерок перемен. Вы оглянуться не успеете, как жизнь ваша поменяется. Причем поменяется вот буквально, да, вот я вам говорю, там дней 30, там, ну, 1,5 месяца, да, как-то вот так поменяется, быстро, резко. Вам даже некогда будет там переживать, пугаться, что, господи, что у меня так все меняется, куда я еду, что я буду делать, что происходит, где я, кто я. Времени на это не будет. Вас так захватят новые события. Они вот, знаете, как стрелы такие, одна за одной будут тык-тык-тык влетать в вашу жизнь, в ваше окошко.
Вы будете удивляться себе, вы будете удивляться этому миру, вы будете удивляться всему тому, что происходит в вашей жизни. Здесь перемены просто бомбические. Вот поверьте, вы еще вспомните мою отсыпку, вспомните каждое мое словечко. Настолько ярко перемены ворвутся в вашу жизнь. Здесь даже вот в голове идет лошадка. Причем лошадка с двумя головами. Понимаете, здесь, ну действительно, вы по жизни прям поскачете вперед, вперед, вперед. Здесь и идет в жизни реализация, и в работе, в труде идет реализация. Но не так, что да, человек пашет, работает как лошадь, а именно человек это делает в свое удовольствие, в свою радость. У многих, кстати, вот-вот буквально состоится встреча любви. Это может быть как и новое знакомство с судьбоносным человеком, так и с человеком, которого вы любите, на которого надеетесь, кого-то ждете. Здесь будет большое счастье именно от этой встречи, и будет принято какое-то просто, ну вот, судьбоносное решение. Да? Мы женимся, мы живем вместе, мы больше не разлучаемся. Вот как-то так произойдет. Здесь одни только счастливые события вышли. К чему вас готовят? К счастью вас готовят. Куда ведут? К счастью вас ведут. Тут одно только слово выходит. Развитие, счастье, прогресс, рывок, скачок. И это в положительном аспекте. Ничего дурного я не вижу. Все дурное, все страдательное у вас позади. Все ваши боли, разочарования, все это уже пережили. В будущее? Нет. В будущее вы с собой это не понесете. И в будущем вас это не ждет. В будущем только лишь ура, наконец-то, слава Богу, вот оно счастье. Здесь люди счастливые, здесь люди, которые получают свою заслуженную награду. Да, сейчас, конечно, вас нужно столкнуть, да, вы как такой лежачий камень, под который вода не течет, но как только вы попробуете, вкусите, вернее, да, эти первые сладкие перемены, вас настолько это все затянет, настолько это будет прекрасно, вкусно, что вас уже не остановить. Вы поменяете свою жизнь. Мало того, в будущем, я не могу понять, вот мне песок не показал, но вы и других людей будете к себе подтягивать. То есть жизнь других людей вы будете делать лучше, насыщенней, добротней. Может быть, вы будете обучать, может быть, вы будете помогать, может быть, вы будете что-то делать, что будет людям приносить счастье и радость. То есть вот у вас еще такая миссия в жизни ждет. Вам, знаете, как покажут самое дно, вернее, уже показали, да, самое дно, и покажут самую высокую вершину. То есть вы и там побываете. Потому что это нужно. Это нужно было испытать, это нужно было пережить, чтобы различать, что есть свет, что есть тьма, что, например, вкусно, что горько, к чему человек должен стремиться. И где человек должен взять себя в руки и не разочароваться. Здесь у меня люди очень прокачанные. Девочки, мальчики, кто зашел? У вас впереди только счастье, только победа, только самое лучшее. Вам это уже не то чтобы запланировано, это ну, как распоряжение, да, выписано. Все, вы идете в свою реализацию, все у вас будет замечательно. Искренне за вас рада. Желаю, чтобы поскорее вы добрались до этой вершины счастья, и чтобы все в вашей жизни случилось так, как вы хотите, как вы мечтаете. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.